Всем привет из Ковен, привет от Олега. Сегодня, ребят, я выехал в лес просто покататься на альбатросе. Просто тупо покататься. Помните, я показывал видео, куда я ездил на снегоходе Буран? В ту сторону по этой дороге хочу съездить. Посмотрю дорогу, как сказать. Посмотрим дорогу, как там. Может, после нас еще катались, может, еще повыше съездили. Все это надо посмотреть. Если до туда вас езжу, примерно до того места где-то 10 километров. Вот. Погода нормально, не холодно. Так что, кому интересно, вот такие походы на мотособаке, думаю, посмотрят. А кому нет, так тоже минимум буду снимать езду. Может, наоборот, максимум буду снимать, как он будет ехать. Вот сегодня я завел этот мотособаку и услышал, что, не знаю, ошибаюсь или нет, может, клапана здесь или нету, но вот здесь какое-то вот щелканье есть. Сейчас я вот посмотрим, заведется или нет. Сейчас. Ого. Слышите? Как будто там есть посторонний шум. Как будто клапана там щелкает. Надо регулировать клапана. Прям я слышу. Я не механик, но я отчетливо слышу. Так что в ближайшее время я буду проводить ТО, масло поменяю и отрегулируем клапана. А сейчас давайте покатаемся. Приятного вам просмотра. Посмотрим, какое видео будет. Съездим, погуляем. До сих пор еще ветрозащиту не сделал сюда. А надо бы, конечно. Ну вот дорога. На Буранах в эти дни никто не ездил. Где-то примерно сантиметров до 10 сантиметров где-то снега, пухляк. Это совсем такой легкий снежок, пушок. До сюда я вчера приезжал на снегоходе Буран. Катался. На втором канале Будни Олега там я выложил фильм. Вот, а сейчас давайте съездим. На обратном пути здесь проеду, попробую. А сейчас здесь проеду, вон там. Там коротенький целяк будет. И заеду в целяк, посмотрим. По целяку как пойдет. Куропатка отсюда взлетела, может еще увидим. Сейчас, ребят, сюда нырну.
Здесь попробую, недалеко. Сможет, не сможет, надо проверить. Это там. Хо-хо. Сейчас утоплю я его. Не может. Хотя слой небольшой есть такой. Снизу. Не, беспомощный, бесполезно. По целине не может. Беспомощен. Сам идет. Сяду уже еще, садится он сразу моментально. Видели? Здесь прям этот утонул чему-то. Вроде не так глубоко и тонет, но не может ехать. Не, бесполезно. Мучать не стану. Сюда для интереса заехал, больше не залезу никуда. Не может, ребят. Не для таких. Не для такого снега этот мотособака. Только так. Ух. Ну нафиг. Протопчу лучше. Фух. Зато реально показываю, на что он способен. По глубокому снегу никуда не проедешь на нем. Опа. Как почву почувствую, сразу лежит.
Что-то ребят мне говорили, что снег начал держать. Ну такой слой есть. Я почувствовал, когда оттолкал этот мотособаку, я почувствовал, какой-то слой образовался небольшой. Может и на лыжах человека держит. На мотособака после не едет. Просто не едет. Вот по такой дороге шикарно идет и идет. 20 км в час. Не больше, не меньше. Вот. Ждем, когда будет снег держать. Когда образуется наст. Вот тогда уже он пойдет. Этот сейчас, знаете, вот один в один, как короткий буран. Тот же самый. Короткий буран сейчас не едет никуда, не сможешь доехать. И на нем бесполезно куда-либо лезть. Я хотел сегодня в основном покататься по целине, но ничего не получилось. Так что пока есть бураница, вот эта бураница, что идет по дороге, съездим туда, по этой буранице. Сейчас немножко, 5 минут перекур, пусть немножко остынет, отдохнет двигатель и дальше в путь. Ого. Переключатель тоже замерзает, между прочим. Это не очень хорошо. Точно надо куда-то перекинуть. Тумблер поставить. Так. Все. Наше путешествие продолжается. Проехал 6 километров. Здесь вырубка старая. Делянка. Грибные места, ягодные места. Ну и здесь тоже уже не раз снимал вам фильмы про сбор грибов и ягод. По такой буранице, ребят, просто идеальная техника. Идет на отлично. Не буду спорить ни с кем, что вот буксировщик, который корыто спереди, там идет хорошо. Я вижу в интернете много таких видео есть. Я согласен с ними, что это бесспорно они идут. А вот этот, ну, не может. Не может. Еще раз говорю. Вот. День хороший. Знаете, на улице где-то больше 10, минус 12-13 градусов. И вот без защиты, сразу могу сказать, ребят, что вот грудной отдел, здесь надо что-нибудь утеплить. Еще какую-нибудь подложку сюда ставить. Как ни крути, грудной отдел, ой, все равно
прохладно становится. Колени у меня тепло оделся. И еще раз говорю, что надо сюда защиту. Защиту это линолеум для коленей. И защиту вот здесь стекло поставить. Хотя бы, ну, сантиметров 80 высотой. Это легко делается. Что-нибудь сюда приварить. Какую-нибудь, как сказать, профильную трубу. И туда уже закрепить вот это стекло. И все будет чики-пики. Легко делается. Это, ну, блин, пару часов работы. Главное, чтобы под рукой все материалы из чего сделать было. Можно, конечно, стекло от бурана купить. Тоже буран, от бурана стекло купить. Вот эту раму сделать под это стекло. Съемное что-нибудь придумать. В теплую погоду он не нужен. Или в ближние походы, скажем, на рыбалку он, в принципе, он не нужен. А вот такие вот дальние походы поставил. Захотелось, снял. Без проблем. Вот. Так. Вот снег. Сразу показываю. Примерно вот такая бураница. След. Но до 10 сантиметров. Такой пушок. Здесь я накатал. Раньше на буране две ширины на буране проехал. И после меня, я думаю, тоже кто-то два, как сказать, ряда проехали. Потому что я вижу широкая бураница. И не по одному следу катались. Вот. Солнце красиво. Вообще здорово. Тут у меня запас бензина на всякий случай. Набор ключей и там термос. Ну, немножко чай попьем там. Доедем до крайней точки. До максималки поедем. Сколько сегодня будет там бураниться. Ну, половину пути уже проехали, в принципе. И там уже будем пить чай. Здесь холодно, ребят, стоять. Ладно, едем дальше. Вот тут я разворачивался, дальше и не ездил. А бураница сейчас уже пробили вон до реки, думаю, там. До реки, думаю, доедем. Так что съездим. Следы лоща. Сегодня уже второй след вижу. Старые следы. Сразу скажу, что им было нелегко тут. Вон сколько возились.
на буране приезжали. Вот тут явно буксовали, там еще яма видел, буксовали. Я не знаю, почему у других едет. Всегда показывают, что-то бураны едут и другие снегоходы, и мотособаки. А в настоящем, вон, ни хрена он не едет, если по-настоящему показывать. Если я сейчас на своем буране сюда заеду, я сразу застряну. Не знаю, сколько они там, терпения у них хватило. Просто ни одной птицы нету. Сколько уже еду, вообще тишина. Ни лунок, ничего нету. Ни рябчиков, никого. Вот так вот. Капец, как замерзает, ребят. Выключатель замерзает очень сильно. Вот это минус я нашел. Я не знаю, как проводку поменять, но это надо что-то сделать. Замерзает, невозможно выключить даже. Доехал до конечной точки на сегодня. Дальше, во-первых, следы бураницы нету, тут река. Давайте сходим, но глубокий снег, нам туда ходить. Ой, бля, выше колена. Между прочим, тут этот такой плотненький снег. Он туда я встал, даже и не провалился. А так, в принципе, ребят, все хорошо. Ой. Тут очень, тут рыбачили, но приезжали, ну да. Переправу еще никто не проезжал тут. Вот тут
будет переход через речку. На Буране будем тут переезжать. Может, налить туда не пойду. Потому что вдоль берега все открыто, видите. Опасно. Вот тут спускаемся на снегоходе. Надо лопатой подправить. И вон там, возле этих ив. Даже наискосок так проходишь за этими ивами. Вот так. Раньше здесь дорога была. Такой мост. Сейчас тут лес другой дорогой ездят, вырубают. Здесь, наверное, толковых делянок уже не осталось. Вот так. Очень большой подъем. В прошлом году я тут тоже ездил. Сейчас пока никто не ездил, потому что пробивать дорогу сейчас в данный момент просто невозможно. Снег вообще ни хрена не держит. Мучать себя и технику не станем. Так, ребят, я попью чаек. Вернее, кофе. Ой. Ничего больше не взял. Кофе и такие сухари. Хлеб мерзнет. На природе сейчас холодно. На улице. А сухари самое то. Сухарики. Сухарики. Обалдеть, как хорошо. Просто отлично. Но, ребят, там кто-то работает, какая-то бригада. Или вертолет летит. Что-то непонятно. Там должен... В принципе, в эту зиму уже по первому снегу вырубали лес на том берегу. Делянки были. Еще одна делянка осталась. Не знаю, приедут или нет. Может, на другой год оставят. У меня информатор уволился, блин, Васька. Он, когда встречаемся там, говорим, тыры-пыры, и он мне говорит, в каком квартале вырубают лес, в какую сторону дорогу сделают. Все это мне рассказывал, сейчас я ничего не знаю. Почему уволился? Столько лет работал. Делянку искали, лес искал. В общем, много лет там у предпринимателя работал. Хорошо. Сейчас на второй канал там немножко наговорил. Коротенькое видео заснял. Кому интересно, ребят, подписывайтесь на оба канала. Слушайте Олега. Будьте послушным. Плохие советы я не даю, ребят. Что не знаю, лучше промолчать. А через что я прохожу, вот я это как бы пытаюсь людям немножко рассказать, советы дать. А что не знаю. Я всегда вот сейчас немножко стал выкладывать видео про снегоход Буран.
И, между прочим, сейчас пошли личные сообщения мне пишут, просят советы. Вот у кого-то там двигатель не работает на снегоходе, там тыры-пыры спрашивают. Ну, ребят, я так и отвечаю, я ведь ничего в этом не понимаю. Вот через что я прохожу, вот сейчас у меня искра, скажем, вот теряется, ищу причину. И найду причину, я уже буду знать и буду говорить. Шкив поменял на охлаждение, сломал шкив. Тоже уже как бы, если кто-то спросит, я уже буду говорить, как поменять шкив, охлаждение на снегоход Буран, и чтобы ничего не сломать. А я сломал вот этот, две лопасти даже сломал. Потому что я не знал, как это откручивается. Я думал, отверткой держат там. Есть тоже советчики, туда отвертку ставишь, там откручиваешь, их вот тебе и лопасть летит. А там специальный ключ, оказывается, был. Что за ключ там в бардачке постоянно у меня валяется? А это, оказывается, ребят, вот именно тот ключ, который фиксируя, держит, а уже другим ключом ты откручиваешь. Но я этого не знал. Поэтому и там сломаешь, где-то еще сломаешь. Здесь вот на этом, как сказать, на Альбатросе, вот сейчас четырехтактный двигатель стоит. Время от времени нужно регулировать клапана. Там впускной, выпускной или что там, 1,5 и 0,02 миллиметра или сколько там идет. Я даже не знаю, где это клапана. Может под этим крышками 4 болта открутить, там откроешь, там клапана стоят. Но я туда лезть не стану, не собираюсь. Ну, как сказать. Я найду человека, кто этим занимается и мне поможет с этим. Что касаемо редуктора, рано или поздно придет время, ну, от силы, я не знаю, там, сколько проедет этот редуктор сцепления. Конечно же, менять уже я сам буду там эти диски. Там, в принципе, ничего сложного там нету. Катки, все это вот ходовая, там, ничего страшного. Все это делается, как сказать, смогу сделать. А вот здесь вот это выключатель. Мне это вообще не понравилось, как он замерзает, ребят, очень сильно замерзает. Выключатель действительно не на месте. Вот это надо мне разобраться. Хотя бы вот этот выключатель куда-нибудь сюда, что ли, поставить. Вот сюда. Куда-нибудь прикрепить, куда-нибудь. Я не знаю, куда лучше. На руль. Можно тоже, в принципе, и на руль. Тоже можно чик-чик-чик закрепить куда-нибудь и все. Но здесь, ребят, это 100% не на месте. Вот. Вот как замерзает все. Вот там льдинки какие. Сейчас вот ты приедешь, на машину надо загружать. Надо двигатель отсюда снять. И вот смотрите. Все как после покатушек. Вот это все можно разобрать, вытащить. Но все подо льдом. Не так все просто, ребят. Так все просто. Пальчиками палец можно сломать там. Вот и там лед. Это надо сливной болт с картера масло поменять. Но это еще успеется. Всему свое время. Вот. Опа. Пала шляпа. Сейчас еще, ребят. Глотну кофе с молоком. И поедем. Самое главное, я приехал, увидел, что тут, как тут. Дорога до реки есть, дальше нету.
И дальше пока сейчас, ну, чисто если только на снегоходе, на длинном поехать, но не на коротыше. Ай, руки замерзли. Руки замерзли. Ладно, ребят. Сейчас, если заведется, сейчас поедем. Подостыло или нет? Вот, остыло оно. Подсос нужен, нет там. Ну что, так и нужен. Все, чай попили, подышали свежим воздухом, дальше в путь. Сейчас, ребят, поговорим по расходу топлива. Блин, я немножко даже удивлен. Почему так произошло, непонятно. Сейчас в баке у меня, ну, где-то больше литра, наверное, больше литра. Здесь у меня 1,5 была, она уже пустая. На ходу у меня, вот я, где я пил, ребят, чай, оттуда я выехал, проехал примерно 2 километра, и у меня закончился бензин. Представляете, бензин. В баке было примерно 3 литра. 3 литра. Я один раз съездил на рыбалку, примерно 4 километра. Ну, туда и обратно получилось 4 километра, грубо говоря. 4. Сейчас поехал 10 и 12. Получается, примерно 16 километров проехал. У меня 3 литра бензина ушло. Почему так? Прошлую поездку у меня на 30 километров, литр 800 ушло. Сегодня 16 километров проехал, 3 литра бензина ушло уже. Уже ушло. Сейчас я заправил, это 1,5 там. Но я проехал сейчас примерно на 4 километра от заправки. О, какой вывод? Но вывод такой, скажем, там немножко побуксовал. Я еще на обратном пути тоже там проеду. И здесь вот снег примерно вот от силы 8, ну местами 10 сантиметров. Вот такой пухляк. И не чистая дорога, а вот именно со снежком. 8 сантиметров снега. Возможно, это тоже роль немножко играет, что вот, как сказать, на расход топлива. Или же все-таки клапана что-то там
Может быть, просто так я не услышал этот звук, может где-то там пропускает, но не должно, оно все так и должно быть, в принципе. Как ни крути, не асфальт, во-первых, но нагрузки нету особо. Вот так. Я думал, с этим баком я еще приеду домой, доеду. А видите, как все происходит. Происходит что-то с чем-то. Самое главное доехать. Ну, там больше литра еще осталось. Больше литра. В общем, лучше с собой брать бензин. Не надеяться, что, ну, скажем, на одном баке. Хорошо, что у меня полторашка. Пришлось бы мне где-то километров 8 топтать, если не было бензина. Вот. Я сперва удивился, так пух, и заглох. Я уже ничего не стал снимать. Потом смотрю, бак пустой, заправился и поехал дальше. Да, я думаю, сейчас здесь хорошее место, солнце попадает. Да, я думаю, включусь, расскажу все это дело. Счет расхода топлива. Смотрите, как капает. Замерзает капец. Вот так вот. Надо какой-нибудь молоток, чтобы остановился, тык-тык-тык, сразу вытряхнул все это дело. Вот. Вот так сейчас здесь. В таком макаре. Но я видел, какой-то мужик говорил насчет этого, что замерзает капитально. Надо что-нибудь с собой брать. Смотрите, вот здесь, возле звездочек. Нет у меня ничего такого. Эта коробка тоже утиль оказался. Пластик не выдерживает. Так, приходится долбить. Надо молоток какой-то. Хорошо, что сегодня еще не 20 градусов мороза. Ну, что поделаешь. Некоторые водители такие капризные, так посмотришь их видео, что-то там не устраивает, блядь. Где-то льдинка увидели, что-то еще что-то там. Остановился, убрал и все, чисто порядок. Какие проблемы? Вон там вот только не подобраться. Ясен хрен. Здесь от двигателя тепло идет. И на буране то же самое. Подножки постоянно весь в снегу, во льду. Это от этого не избежать. Остановился, вытряхнул, все. Какие проблемы? Немножко растягивается цепь. Чуть-чуть есть уже, как будто провисает. Ну там один болтик открутил. Сейчас кто буду проводить, я сниму двигатель, уже буду устанавливать, уже подтяну как надо. Вот. А так все смазано, весь смазкой, вон литола до хрена. Все нормально. Ладно, поедем дальше. Сейчас уже за этим прямик на снегоходе. Следы были, где я буксовал. А там дальше уже сегодняшние вот эти место, где я буксовал там. Поэтому следу еще проеду. Хотел еще в Целях заехать сегодня. Именно где вот, знаете, сегодня я еще хотел в Целях зайти. Именно в тайгу. Может, в тайге чуть-чуть лучше держит снег. Но расход топлива я не рассчитал сегодняшний. И расход топлива больше. И боюсь, что не хватит до дома. Непонятно, почему такой расход сегодня. В другой раз побуксуем еще. Запас бензина возьмем с собой. Ну, недалеко от дома съездим.
На втором канале, может, это видео выложу как-нибудь другой раз. Вот. Ну а сейчас поедем дальше домой. Здесь, смотрите, даже больше снега, 10 сантиметров. Все-таки, наверное, нагрузка есть. Возможно, из-за этого расход больше сегодня. Видели? Даже по своим следам не едет. Не, бесполезно. В целях лучше не лезть, не едет. Да. Интересно, почему? Нет, не может. Не может. Фу. Ой, блядь. Ну вот, ребят, проскочили. Беспомощен. Просто беспомощный. Не может. Только чисто по твердой дороге ездить, по бураницам. Но не в целях. Тот же самый снегоход Буран короткий. Здесь короткий также бы проехал. Туда-сюда, туда-сюда. С прицепом вообще нет. Тут он выскочил хорошо. Прям выскочил. Пулей. Как будто здесь плотнее снег. Ладно. Что есть, как есть. То и показываю. Сейчас уже пока снимать ничего не стану. Там еще возле села включусь, может. А здесь я просто буду ехать. В Целяк другой раз заедем, еще побуксуем. Но не сегодня. Поеду.
вот, ребят, я уже на реке у села своего родного. Какие покатушки сегодня были. Пишите, комментируйте, оценивайте лайками, дизлайками, что заслуживает, то это что. Кто не подписан, обязательно подпишитесь на другие походы. Много видео еще будет и с этой техникой, и на буране, и на чем остальном. На сегодня все, ребят, пока. Будем дальше ходить в походы и смотреть, какой расход идет. На сегодня что-то у меня много бензина ушло, как ни странно. Ладно, давайте.